управляет машинист Юрий Алексеевич Пыльцин и помощник машиниста Андрей Сергеевич Москвитин. Почетными пассажирами праздничного поезда являются ветераны строительства Байкало-Амурской и Амуро-Якутской магистралей, сотрудники акционерной компании «Железные дороги Якутии», представители общественности, журналисты, руководители муниципальных образований. Каждый из них своим героическим трудом внес достойный вклад в строительство и эксплуатацию железнодорожной линии Перкакин-Томмот-Нижний Вестяк. Вот пришел первый у нас пассажирский поезд. Событие. Да, мы очень рады всей семьей, что он пришел, этот первый поезд. И обязательно всей семьей куда-нибудь поедем в отпуск. Ну, сегодня событие, конечно, оценивается как история Якутии, когда первой железной дороги прибыл в Нижнем Вестяке. Это, конечно, один из важнейших дорог Республики Саха-Якутии, который нужно, чтобы пассажиры ездили по всей России. Это даже вот участием где соревнований будем ездить, сейчас будем ездить в поезде. Это очень хорошо. Нет, ну это грандиозное событие, конечно. Мы его ждали сколько. Мы вот только сегодня вспоминали, что когда мы учились в 70-е годы, тогда только начинался БАМ. И наши даже однокурсники туда ездили, работали. Поэтому мы, несмотря ни на что, никакие преграды, мы приехали на этот праздник, чтобы посмотреть первый поезд. Это же самое главное. А какие плюсы видите вы? Ну, я, например, только за. Потому что вот даже на Дальний Восток будем ездить, можно будет спокойно на поезде поехать. Потому что это будет комфортно. Ну, не обязательно там сколько дней, я не знаю, сколько суток едет, но это, мне кажется, большой плюс для нас. Тот же самый Благовещенск и тот же Китай, который безвизовый. Хе-хе, можно перебраться. Ну, в общем, плюсов очень много. И самое главное, я как работник торговли вижу в том, что это пассажирский поезд, да, чтобы наши грузовые тоже будут ездить, и товары намного дешевле будут. Потому что когда берешь до Томмота товар, оно намного дороже. С Томмота оно переезжает автотранспортом, и это уже другая расценка. А ЖД расценки, они намного дешевле. А из минусов, то, что люди боятся там криминала? Я, например, не боюсь. Вся Сибирь, вся Россия, все так живут, и никакого... Ну, это нормально, это развитие. Должно же быть, мы должны двигаться вперед, а не так, чтобы постоянно у нас какие-то автотранспорт постоянно был или что-то. Ну, что-то должно произойти. И то же самое я к этому отношусь. К мосту через реку Лена, которые вот в средствах массовой информации говорят, что не надо. Зачем это надо? Это надо. Развитие все равно нужно. Что они хотят, чтобы мы... Я сама из Минно-Хангаласского вуза, а живу в Якутске. И мы каждый год столько этих встречаем. Перебраться, чтобы сюда на родину, мы в такие очереди по 3-4, по 5 часов в жару сидим, чтобы перебраться. Всего-то тут час езды. Я жила в Бестяхе, да, родилась в Якутске, родители жили в Бестяхе. Здесь они строили БАМ у меня на станции Чулиман. Привет, Ксюша. На станции Чулиман строили БАМ. В общем, БАМ не достроили, создали семью, родилась я. И когда мне было 8 лет, была информация о том, что вот у нас сейчас вот-вот будет уже здесь железная дорога, поезда, станция. Ну, вот мне сейчас 37, и вот только прошло 20 с лишним лет, когда действительно уже мы начали, сюда приехали, специально исторический момент, начали поезда ходить. На поезде? До этого ездили? Да, конечно, до этого я ездила, но сейчас я хочу поехать к подруге в Алдан, как раз, там сколько, 6 часов пути, по-моему, как раз вместо того, чтобы поехать на такси, можно поехать спокойно на поезде. До Владивостока хотелось бы проехать. То есть по Дальнему Востоку хотели бы поездить, да? Да. А с какой целью, там отдыхать или что там? Ну, мы были несколько раз, там нам понравилось, на море. А по ценам смотрели, насколько доступно? Ну, Сравнивали? доступнее, чем на самолете. Мы на самолете только ездили туда.
В общем, вы рады, да, сегодняшнему? Ну да, хотелось бы, может, в следующем году поедем. Некоторые говорят, что негатив пойдет, там, криминал, там... Ну, я не знаю, это так тогда вообще никакого... Можно аэропорт закрыть тоже, потому что тоже на самолете прилетают там какие-то криминальные люди. Давайте все закроем, и все будет нормально. Сегодня состоялось событие очень важное. Как вы его оцениваете? Для вас что оно значит? Ну, пассажирский, конечно, хорошо. Вы сами будете ездить, пользоваться этим транспортом? Навряд ли, и детям, наверное, запущу, потому как знаю, как ее строили, эту дорогу. Как? Сам строил, знаю, как строили. Плохо строили, что ли? Да. А в какой период строительства участвовали? Года 4 или 5 лет назад. Так. А в чем именно? Какие-то проблемные участки есть? Я не буду, зачем об этом говорить?